В эфире «Вечерние новости». Здравствуйте. И вот некоторые темы, о которых поговорим в этом выпуске. Всех контактировавших с заболевшим COVID-19 в Ленском районе проверяют на коронавирус. 2 анализа уже показали отрицательный результат. Весенний призыв в Якутске перенесли на неопределенный срок. Пандемия вносит свои коррективы в религиозные праздники. В это воскресенье католики отметят Пасху, однако от некоторых традиций верующим придется отступить. Пожар произошел сегодня в жилом доме на улице Автодорожная в Якутске. По данным регионального управления МЧС, в результате инцидента скончался ребенок 2013 года рождения. Возгорание было на площади 15 квадратных метров. К тушению привлекались 48 человек и 11 единиц техники. Пожар произошел в одной из квартир многоквартирного деревянного дома. Огнем повреждена кухня и пол квартиры сверху. 1786 человек заразились коронавирусом в России за минувшие сутки. 18 человек скончались, выписалось 97 пациентов. Таким образом, теперь в стране зарегистрировано почти 12 тысяч случаев заболевания COVID-19. 94 человека скончались от инфекции, вылечились 795. В Якутии за минувшие сутки 2 человека вылечились от коронавирусной инфекции, но вместе с тем 3 анализа показали предварительно положительный результат на COVID-19. 1 человек был выявлен в Ленском районе и 2 супругов в Алданском районе Якутии. Об этом сегодня в ходе брифинга рассказал глава региона касаемо Алданского района. Предварительно инфицированным коронавирусом было выдано предписание находиться дома на самоизоляции. Однако есть все основания полагать, что предписание было нарушено. И один прилетевший, не выдержав 14-дневного срока нахождения дома, вышел в место массового скопления людей. Вместе с тем у нас есть сегодня информация о том, что режим самоизоляции, по крайней мере, одним из супругов был нарушен. И он находился на центральном рынке города Алдана. По информации, полученной с камер видеонаблюдения. Конечно же, учитывая то, что они являются оба супруга работниками вот этого рынка, это сразу ставит под большую, достаточно серьезную опасность уже многих людей, которые могли на этом рынке в это время находиться. Сейчас поэтому мною дано поручение строгое главе района убыстрить мероприятия по закрытию рынка, по выявлению лиц, находившихся на рынке, по самоизоляции этих лиц. К сожалению, здесь хочу сказать, что вот в Алданском районе действия, на мой взгляд, предпринимается недостаточно быстро. Вот уже сейчас у нас время 11 часов, рынок, официального решения о закрытии рынка и о самоизоляции лиц еще пока не выпущено. Коронавирус в Ленском районе нашли у жителя райцентра, который год пробыл на отдыхе в Армении. Об этом нам рассказал глава района. Его поместили в инфекционную больницу вместе с супругой. Также определен весь круг общения за последнее время. Это порядка 20 человек, все были изолированы. 2 человек уже отпустили на самоизоляцию, так как их анализы показали отрицательный результат на COVID-19. В районе продолжают вести необходимые мероприятия. Сегодня наша задача, мы должны очень жестко перекрыть, скажем, Минскую трассу, да, по крайней мере. Но сегодня вот спасибо работе администрации Минского района, они, по крайней мере, всех прибывших в Минский аэропорт, они на списки подают. Вот сегодня получили списки, кто 6 числа прилетел, у нас 7 пофамильно, где работает. Это уже нам удобно. Соответственно, мы сегодняшний день по СГИ перекроем на круглосуточный режим. Там будет обязательно ДПС, будут наши волонтеры по аэропорту Талакан, там у них жесткий контроль. Потом там же посты везде стоят, на всех постах тоже все контролируется обязательно. Поэтому там, скажем, Талаканский аэропорт официально со стороны, скажем, Сургутнефтегаза полностью контролируется, он полностью перекрыт. Он 28-го прилетел. 28-го прилетел, значит, у нас марта. Срок у него, заболел он, и анализы взяты 5-го. То есть у него появились и симптомы. То есть он как раз попадает в разгар заболевания. Лица, которые летели в самолете, ближайшие сиденья, где рядом были, тоже найдены все пофамильно, тоже на самоизоляции. Значит, остальные, где, которые работают в промышленных предприятиях, тоже найдены. На предприятиях проводятся мероприятия. Больной госпитализирован в инфекционное отделение. Супруга, которая с ним проживает, она пока находится дома на самоизоляции. Но, скорее всего, решится вопрос сейчас, что тоже ее в инфекционное отделение.
Меры по дезинфекции мест общего пользования многоквартирных домов усилили в Алдане. Теперь в подъездах проводится не сухая, а полная уборка с использованием дезинфицирующих средств. Внимание уделяется местам, с которыми происходит контакт – ручки, перила, подоконники, кнопки лифтов. Нерюнгринцы в большинстве своем с пониманием восприняли принимаемые меры и соблюдают самоизоляцию. У многих жизнь кипит и в стенах квартиры. Как проходит дистанционное обучение и чем живут в эти дни нерюнгринцы, в материале Тамары Игнатьевой. Тревожиться о детях, беспокоиться о детях. Хорошо. Так, преподаватели технического института каждый день проводят лекции в режиме онлайн. При дистанционном обучении они используют различные программы, такие как Zoom, Skype, Discord. Также мы используем видеосвязь на нашей платформе образовательной Moodle. Кроме того, мы активно общаемся в чатах, в WhatsApp, через электронную корреспонденцию. Поэтому мы активно взаимодействуем. И я надеюсь, наш учебный процесс никоим образом не пострадает от ведения дистанционной формы обучения. По предложению своих студентов Алла Геннадьевна проводит занятия на популярной среди геймеров платформе по Discord. Очень хорошее качество связи. Она не лагает, не виснет и не тормозит. Исключением, правда, является случай, когда у ребят, уехавших домой в родные улусы, медленный интернет. Но даже если у них нет возможности выйти онлайн на наши занятия, студенты выполняют домашние задания, высылают мне на электронную почту. Я проверяю их и выставляю за это баллы, необходимые им для аттестации. Анастасия – студентка первого курса Щепкинского училища, но из-за карантина ей пришлось вернуться из Москвы еще 2 недели назад. Сидя дома, студентка не прекращает занятия, пишет рефераты, занимается сценическим движением. Мы сейчас не можем в полной мере заниматься специализированными предметами, сценической речью, сценическим движением, танцем. И самое обидное – мастерством актера. И у спортсменов, несмотря на закрытие спортивных учреждений и отсутствие специальных тренажеров, жизнь также бьет ключом. Бодибилдер Даниил Чернов советует не унывать и делится несколькими упражнениями, которые помогут не потерять форму. В самоизоляции спортсмен видит и свои плюсы. Я стал больше времени проводить с детьми, стал к ним ближе. Начал читать книгу, которую давным-давно хотел прочитать. Берегите себя, оставайтесь дома. Ну а в семье Шмидт, где растут сразу 2 звезды якутского хоккея, ежедневно проходят сухие тренировки. Для юных спортсменов, которые до карантина занимались 5 дней в неделю на льду, такие игровые занятия совсем не в тягость. Кроме школьных занятий, 12-летняя воспитанница музыкальной школы Анфиса усиленно занимается скрипкой. Ведь для музыканта день, прожитый без игры на инструменте, подобен пропущенной тренировке. Девочка отмечает, что, конечно же, дистанционка уступает обычным урокам. Когда играешь в классе вместе с учителем, то если допустишь ошибку, учитель сразу обратит на нее внимание и скажет, что нужно сделать, чтобы больше ее не допускать. Еще учитель сможет тебе правильно поставить руки и так далее. Правда, юная скрипачка и ее родители признались, что соседи стали часто стучаться по батареям. Просьба с пониманием отнестись к временным трудностям, ведь многие дети теперь поют и играют дома. И пускай период самоизоляции станет временем взаимопонимания и терпения между всеми. Тамара Игнатьева, Вадим Барашков, Нерюнгри. Между тем, сотрудники полиции начали усиленное патрулирование улиц на территории, где установлен обязательный режим самоизоляции. Следует ли рекомендациям жителей города Якутска? Узнаем у Нургуяны Егоровой. Пока полиция не применяет штрафные санкции, а ведет разъяснительную работу. Патруль организован в 2 смены с 9 утра до 20 часов вечера ежедневно. Сотрудники останавливают прохожих, проверяют документы, контролируют порядок на улицах и ведут работу с несовершеннолетними. И не надо убегать от сотрудников полиции. На улицу разрешен выход сотрудников, привлеченных к работе в период действия особых мер по борьбе с эпидемией коронавируса. Для этого необходимо иметь действующую справку от работодателя и документ, удостоверяющий личность гражданина. Я работаю в центре дезинфекции. Мне выдали справку, что я действительно там работаю. И наша организация не подпадает под ограничения указом главы, который был.
Поэтому мы работаем. Также гражданам разрешено обращаться в экстренные службы, выходить за продуктами, в аптеку, выгуливать домашних животных в пределах 100 метров от дома, выносить мусор. При этом необходимо соблюдать социальное дистанцирование, держаться на расстоянии 1 метра от других граждан. Я призываю вас пониманием отнестись к данному указу. Сотрудники полиции будут, кроме того, что людей возвращать на свои жилые дома, но в то же время охранять ваш покой и порядок, чтобы не были допущены факты краж, угонов, грабежей, разбоев. Мы будем нести службу практически в ежесуточном режиме. Основная задача таких мероприятий – донести до людей, что в целях их же безопасности нужно оставаться дома. Юргена Егорова, Ильяс Ремятников, Якутск. Весенний призыв в Якутске перенесли на неопределенный срок. Об этом сообщил военный комиссар столицы региона Афанасий Захаров. Напомню, призыв на срочную службу должен был начаться с понедельника 13 апреля. В связи со сложившейся эпид-обстановкой в городском военкомате приняли меры предосторожности. У входа призывников должны были встречать сотрудники с дезинфицирующими средствами. Организована была дезинфекция помещения, а также необходимо было обеспечить дистанцию между призывниками. В весеннем призыве должны были принять участие более 3500 молодых людей. Хотел бы попросить граждан, включенных в списки, 13 числа на призывной пункт городского округа город Якутск не приходить, а оставаться дома. Наши работники будут каждому призывнику, который должен был явиться, с ним выходить на связь и доводить о проводимых мероприятиях. Праздник Светлой Пасхи отметят католики в это воскресенье. В этот день принято возносить молитвы, проводить время с близкими и друзьями. Реалии наступающей Пасхи таковы, что от некоторых традиций верующим придется отступить. Тему продолжит Татьяна Вахнина. Доброго здоровья и Божьего благословения принято желать ближним в светлое Христово воскресенье. Приверженцы католической веры готовятся к празднованию Святой Пасхи. А на вечере Пасхи наступает очень величайший праздник. Это ночь бдения во славу Господа. В канун Светлого Воскресенья в храмах традиционно проходят молебны и богослужения во славу Господа. В этом году, когда мир сковала страшная хворь, Пасху большинство верующих отметят в уединении. У народа есть ограничения насчет пандемии, поэтому как-то большие встречи, собрания или накопления людей не делается, это неразумно. А так настоятели. И я так верю, что Божье провидение нас принимает к тому, чтобы мы в этих праздниках эти тайны взяли так в углубленном слова смысле, задумали над этим, приняли, укрепили во вере. Традиционно после богослужений в этот день принято говорить близким и друзьям самые теплые слова, признаваться в любви и желать всего самого доброго во имя жизни. Это и самый большой праздник для нас, христиан, когда жизнь победила над смертью. И, можно сказать, Пасха есть праздник любви, потому что Господь так возлюбил мир, что дал своего Сына за нас. В канун католической Пасхи верующие соблюдают пост. Когда Христос воскресает, воздержание от чревоугодия завершается. На праздничных столах присутствуют самые вкусные и любимые яства. На обед подается пасхальная ветчина. Ее доводится вкусить только на Пасху. Хозяйки пекут сладких барашков. Такой пирог символизирует Агнца Божьего. И когда будем друг друга поздравлять с праздником «Христос воскрес, воистину воскрес», то хорошо как-то осознаем эту правду, что Он настоящий воскрес. После воскресения Господня наступает период пасхальной радости. Он длится 50 дней до праздника Пятидесятницы. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Это были все новости к этому часу. До встречи в эфире.